Ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 10 декабря 2021 года, 20 часов 3 минуты по Берлину и 22 часа 3 минуты по Джохару. Приветствую вас, друзья. Из-за технических моментов я вот на 3 минуты опоздал. И вот я смотрю, опять зависает интернет. Опять возникают проблемы с интернетом. И так происходит перед стримом постоянно. Так. Так, всех приветствую. Попробуем вот так. Так, он и комментатор. Маршал Дума, Шугмасарга, Хоми, Ичкирицы, все будет Ичкирев. Дерер Маршал Хил, он Ричард, салам всем, салам, довели, валейкум салам, спасибо, и вам спасибо. Так, Ричард, Аслан, алейкум ассалам, Ури, алейкум ассалам, Фриман, добрый вечер. Так, Леди Йогиль Маш, Эльси, алейкум салам. Шевега Маш Вовершу, Шевега. Стрим зависает, Нохчаев, да, виснет. Виснет стрим, и у нас небольшие проблемы. Так, я не включил свет. Ну, давайте попробуем. Завис, да? Полностью завис у вас? У меня вроде бы нет. Алиш, скажите, как завис, не завис, как там дела обстоят? Так, DQ. Так, нет, не завис, сейчас норм. Ага, сейчас отлично. Ассаламу алейкум. Фая, все будет Ичкерия. Валейкум ассалам. Так. Ну не, вроде не виснем. Вроде нам. Ну, зависает, да, потом, да. Ну ничего. Ничего. Или виснет. Так, ну раз не говорите, не виснет, значит не виснет. У меня там виснет. Ну ладно. Извиняюсь. Отлично, не зависает, все хорошо. Виснет немного, да. Ну ладно. Продолжим в силу возможностей. Ну вот, в это время они, видимо, нагрузку делают на как-то что-то, что начинает виснуть у меня. Так.
Ну ладно, поехали. Марш дольше, я дальше всех приветствую. Так, я хотел вам сегодня рассказать о тех событиях, которые происходят сейчас на России. Ну, это будет первая тема, основная тема, которую хотел бы рассказать вам. Если вы хотите узнать, что происходит на Западе, посмотрите вот у этой Скобеевой, вот самое начало. Они там выкладку делают в начале. Чего они боятся, о чем говорят. Там, конечно, будет ложь, как обычно, передергивание небольшие передергивания, пока они так лайтс-версию запускают. Но в целом представление получить о том, что там происходит, будет вот, можно посмотреть, как они визжат. Так, Айса Мадаев, нормальный, Ниловими Джош, Айга Машволь, алейкум ассалам. Маждадова, алейкум ассалам. Так, ну давайте я начну. Российские истребители сопроводили самолеты Франции и США, говорит нам пропагандистка Скобеева. Вот тут она нам это все рассказывает. Так. Так, я это увеличу. Весь экран, чтобы было видно. И давайте, бисмиллахи рахмани рахим, начнем. Мусульмане, прочитайте молитву, перед тем, как посмотреть ее, а христиане перекреститесь, перед тем, как начать смотреть вот эту бесовщину. Поехали. Что в 90-х в правительстве России работали кадровые сотрудники ЦРУ. Да, вот сейчас я вам расскажу. Я ранее говорил об этом у себя в стримах, что Запад, когда Россия разваливалась, принимал активное участие в дележе собственности. И вот в этом плане мои слова подтверждает президент так называемой федерации. Ну давайте послушаем. Которые не только рулили приватизацией после развала Советского Союза, но и преследовали главную цель. Развалив СССР, попытаться развалить Россию. Развалив СССР. Как раз буквально сегодня я выкладывал выдержку, часть, цитату из книги от Андропова Горбачеву, Абдурахмана Авторханова 86 года. Книга началась писаться в 85-м, была закончена в 86 году. И вот здесь, вот в этой выдержке, Абдурахман Авторханов пишет: после смерти Брежнева долголетний шеф КГБ Андропов в союзе с армией и опираясь на маленькую группу партаппаратчиков из ЦК во главе с Горбачевым совершил в ноябре 1982-го дворцовый военно-полицейский переворот. Андропов как раз и положил основу теперешней реорганизации аппарата власти. После Андропова партаппаратчики брежневского крыла во главе с Черненко пытались дать реванш, но Черненко очень быстро и очень кстати умер. Вот тогда КГБ и его вооруженные силы привели к власти Горбачева. Перед новым руководством стало 3 кардинальных проблемы. Их Горбачев сформулировал так. Первое. Во внутренней политике добиться резкого, вот самое главное, обратите внимание, у них 3 кардинальные проблемы, которые нужно решить. И Горбачев сформулировал так. Первое. Во внутренней политике добиться резкого поворота в социально-экономическом развитии. Второе. В военной политике любой ценой удержать нынешнее состояние сил между СССР и США. Для этого принять все меры, чтобы сорвать СДИ. Стратегическую оборонную инициативу Америки, по-русски СОИ.
во внешней политике держать курс это третье уже, во внешний курс политики держать курс на новую разрядку с Западом и, пользуясь ею, получить западную технику, технологию и кредиты, чтобы вывести гражданскую экономику из кризиса, а военную экономику модернизировать при помощи последних достижений западной техники. Тем более, что Америка обещает поделиться с СССР своими достижениями в области СОЭ. Поэтому то, что Америка хотела развалить Советский Союз, это не совсем верно. Будет тут вернее сказать, что Америка просто приняла участие. И как-то в общении с Полом Гоблом он сказал, что в какой-то степени даже не ожидали, что эти процессы так пойдут в Америке, в Советском Союзе. Потому что, в принципе, Соединенных Штатов устраивал Советский Союз. Это держало в тонусе и армию Соединенных Штатов, союзников Соединенных Штатов, потому что, как мы видим сейчас, на сегодняшний день, Соединенные Штаты играют очень важную роль, и теперь эта роль, она просто необходима, и роль США незаменима в сегодняшней ситуации в мире. И русским КГБ, которые захватили власть после смерти Брежнева, да, полностью уже захватили власть, им нужно было как-то выводить страну из этого тяжелейшего экономическо-социального кризиса, в который попал Советский Союз, СССР. И вот в этой ситуации русские или КГБшники, андроповцы, а точнее это сталинцы, потому что Андропов был этот сталинец, а после 20-го съезда и развенчивания культа личности Сталина, КГБ залегло на дно. Они очень сильно труханули, как обычно, но от власти не ушли. И свалив все свои преступления, свалив только лишь на одного Сталина, они немножко, как говорят на одном канале, заползли под корягу. В это время власть военных стала более ощутимая, более мощная, потому что были люди, которые прошли войну, которые имели авторитет, вес в Советском Союзе. И в этом плане долгое время Андропов боролся с брежневцами, так называемыми брежневцами. Это все очень взаимосвязано. Не думайте, что если это происходило там 50 лет назад, что-то там по-другому. Нет. Сама система этой власти, она была построена на 3 столпах. Это партократия, ЦК, партократия, КГБ и военные вооруженные силы Советского Союза. Вот с приходом Андропова к власти, уже полностью после смерти Брежнева, приходом Андропова и вот этот политбюро центральной коммунистической партии, центральный комитет, да, они уже отошли, они уже не играли роль. Во-первых, они были уже старыми, непосредственно кто там в первых рядах находился. И власть целиком, полностью попала в руки КГБшников. Через год буквально после того, как Горбачев стал во власть, он умер. И тогда власть попробовали брежневцы, как сейчас пишет, как я цитировал Авторханова, попробовали взять реванш. Это был Черненко, который тоже не отличался здоровьем и тоже буквально через год умер или помогли, неизвестно. Но человек, вступивший в партию еще при Сталине, Горбачев, который проповедовал те же взгляды, что и Сталин, и КГБ, начали пытаться по-новому заигрывать с Западом. И вот в это время
они были вынуждены отпустить вожжи и разрешить некоторым республикам отделиться. Это не значит, конечно же, что за период советской власти, и тем более, когда уже пошла вот так называемая эта перестройка, когда Россия, Советский Союз ослаб, что позиции ЦРУ, там еще каких-то спецслужб, они не усилились. Нет, конечно, наоборот, они усилились. И переделом, распределением собственности, в переделе распределения собственности Советского Союза принимали участие, в принципе, все, кто только мог. Но главную и важнейшую роль в этом играли, конечно же, КГБ. Но так как они не умели не делать рыночную экономику, они умеют только взрывать, дезинформировать, там, обманывать, ну и так далее. КГБшники ничего не умеют строить, они умеют только разрушать, уничтожать. Причем не своими руками, а чужими руками. В этом они мастера большие. И вот им нужны были экономисты. И вот сейчас я вам дам послушать, что скажет Путин по этому поводу. Он рассказывает, что в 90-х годах было ЦРУ, потом в 2000-х годах, когда он пришел, он всех вычистил и так далее. Но почему-то те, кто проводили приватизацию, например, такие же одиозные фигуры, как Чубайс, там, Гайдар, они никто не преследовались. Вот они, получается, работали на ЦРУ, и даже Чубайс сейчас занимается огромной бюджетной сфере, части бюджета, вот этой нанотехнологии, ничего, правда, они пока не изобрели, но денег они выпилили оттуда огромное количество. И вот сейчас Путин и КГБ, а я об этом уже давно говорю, уже года 3, наверное, я уже открыто это говорю в эфирах, а до этого я и в Фейсбуке, кто следил, может, пускай это было очевидно, что они пытаются восстановить Советский Союз. И Советский Союз на момент окончания Второй мировой войны, на момент 1945 года. И восточная часть Берлина также является, как и Чехословакия, страны Балтии, Чехия и Словакия, страны Балтии, Польша и вот все страны соцлагеря, так называемого, они являются в сферах интересов сегодняшних КГБшников, да, имперцев от Кремля, от Лубянки. И они будут проводить эту линию. И это не просто какая-то там, просто хотелка какая-то Путина. Они к этому готовились очень-очень много лет. Последние лет, наверное, 10 или 15, наверное, даже больше, в вузах, силовых вузах проводились первая лекция, первый урок, там, час ненависти к Америке. Что вот Америка враг и нужно вот воевать. И может показаться, что они сегодня как-то, хотят, и что дальше? Для этого нужна какая-то база, теоретическая база, там должна быть идеология, потому что это очень все большое такое дело. Вся идеология и база строится на империализме, и теоретическая база, она строится на десятилетиях, накопленных тем же КГБ и другими ведомствами знаний со времен Сталина. Вот на этом это строится. И да, это будет неудачная попытка, я в этом абсолютно не сомневаюсь. Они потерпят полный крах. Они будут, как нацисты, осуждены, будут привлечены к ответственности и мимикрируют и попробуют раствориться снова. Но перед тем, как это произойдет, с большой вероятностью они прольют большую кровь. Потому что попытку предпринять вероятно прольют, вероятно не прольют, если у Запада, Соединенных Штатов Америки, в первую очередь Соединенных Штатов Америки и Великобритании, хватит
духа, хватит силы воли, скажем так, вот как сейчас с ними начать разговаривать. А сейчас с ними начать разговаривать так, как нужно было разговаривать, ну, еще, наверное, лет 10 назад. А хотя нужно это было делать в 94 году. Не заниматься распилом, да, бюджета, собственности Советского Союза под разными программами, да. Хотя, конечно, компенсация и Великобритания, и Соединенные Штаты Америки абсолютно точно заслуживали от советского вот этого монстра, который столько лет, столько финансовой и экономических затрат вынудил Соединенные Штаты, Великобританию потратить. Но при всем при этом, конечно же, была допущена большая, без сомнения просто, большая стратегическая ошибка. На сегодняшний день то, что мы сейчас наблюдаем, происходит просто абсолютизация тоталитарного режима. Притворившись слабым, хотя и реально став слабым, не имея никакой возможности, теперь же этот режим укрепляется в власти, и одним Путиным, как нам пытаются сейчас рассказать, что вот сместить Путина, там привести даже Навального, который там вроде бы, как бы, ну, на первый взгляд кажется нормальным человеком, хотя мы знаем, что это абсолютный имперец, это абсолютный фашист, то это большая ошибка. И если же сейчас не решить полностью вопрос КГБ, ФСБ со сталинцами, это самые настоящие сталинисты, и если не решить вопрос со сталинистами, будет новое повторение, виток новый произойдет. Даже после того, если сейчас путинских вот этих мерзавцев дадут отпор и поставят их на место. И все равно тот же Навальный или кто-либо другой, если не будет осуждено КГБ, ФСБ, то НКВД, то это будет повторением. И новому поколению американцев, англичан, молодому поколению, вероятно, придется снова столкнуться с этой угрозой. Ну, давайте посмотрим, что говорит террорист Путин. И создать вместо нее Московию, то есть раздербанить страну на княжество, править ими по отдельности. Это не выше? Это неправда, конечно же, наоборот, Запад, Америка в первую очередь хотели, чтобы не было никакого вот этого развала Советского Союза, и они, как я это сказал, это была абсолютно стопроцентная инициатива КГБ, без сомнения. Наоборот, американцы наоборот делали все, чтобы он не развалился, потому что было очень трудно контролировать все регионы. Была боязнь, что утечет атомное оружие, в руки попадет там ненадежных режимов, что там биологическое, бактериологическое, химическое и другое там оружие попадет в руки нехороших людей. Поэтому всячески пытались как-то сохранить этот Советский Союз. Абсолютная ложь. Но об этом сейчас снова соврет Путин. Послушай. Россия стала враждебной всему миру. Это не так. Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определенная часть мира считает нас своими противниками. Здесь тоже я сделал небольшую ремарку, потому что Путин, если мы все знаем, да, как мы все знаем об этом, Путин напал на Чеченскую республику Ичкерию в 1999 году, взорвав своих граждан. Это проглотили. Путин и КГБ напали на Грузию. Это все проглотили и совершили с ними перезагрузку. Путин напал и КГБ напали на Крым и захватили часть Донецка и Луганска. И первым лицом, который сам об этом прямо заявляет, что он поджег фитили войны на Донбассе, террорист Гиркин,
является полковником или подполковником ФСБ или там КГБ. Поэтому абсолютная ложь. И только после этого, после долгих лет мытарства, когда украинский народ остановил абсолютно, только лишь благодаря украинскому народу была остановлена вот эта орда, вот эти убийцы, не армия, не государство украинское, а украинский народ это сделал. После этого уже зашевелились все остальные и начали помогать, и начало кому-то приходить в голову, что а вдруг пойдет дальше и к чему это все придет. И только вот сегодня мы видим, что реальные уже делаются шаги и оказывается помощь. Хотя Америка на протяжении вот почти с первых дней, можно сказать, поддерживает, что большая благодарность. Но Путин здесь снова нагло врет, что вот он не является никому врагом, противником. Как же так? Ведь уже убито 13 тысяч людей, 15 тысяч людей в Украине. Это мы, что ли, в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Институциональных документах Соединенных Штатов Россия объявлена противником. Но это было прописано буквально год-два назад всего лишь. Очень долго церемонились, очень долго уговаривали, потому что, опять же, у Америки, у Великобритании, у западных стран есть экономические и очень большие интересы в России. Поэтому вот те какие-то мать всех санкций, мощные санкции, которыми сейчас грозят Путину, не введены. На самом деле для того, чтобы предотвратить угрозу для безопасности, дестабилизации политической системы, без сомнения, Третьей мировой войны, которая по факту уже идет, мощной, широкомасштабной Третьей мировой войны, эти санкции нужно было вводить в 1994 году, 11 декабря, как только первые русские танки пересекли границу Чеченской республики Ичкерия. И другого объяснения, кроме своих личных национальных интересов у этих больших стран, великих, без сомнения, держав, другого объяснения этому нет. Но этот, как обычно, врет. Но интересно. Нет. Это нас объявляют. Вот смотрите, середина 90-х, начало 2000-х годов. Значит, в начале 2000-х я уже там вычислил всех, но в середине 90-х... Слышите, в середине 90-х, он хочет сказать, первая русско-чеченская война. Он к этому это все ведет. Но это тоже не так. Американцы и англичане, которые находились, как он говорит, и вероятно, я в этом могу согласиться, не знаю насчет кадровых, он говорит, там кадровые офицеры были и так далее, вероятно, может быть, были, но не знаю. Но то, что агентура была, в этом, наверное, нет ни у кого сомнений. Это и работа велась в экономической сфере. Вот эти КГБшники, вот наши враги, и они занимались отвлечением внимания и больше, чем американцы, грабили. Американцы там, потому что там были решения привлечения к уголовной ответственности некоторых сотрудников или некоторых американцев, не знаю, кадровые офицеры ЦРУ они были или нет, но некоторых, по крайней мере, один я раньше читал, и он об этом сейчас скажет, что человек, который работал там, его в Америке привлекли к уголовной ответственности за коррупцию, по-моему, если я не ошибаюсь, или же за какие-то там криминальные финансовые там операции какие-то там были проведены. Но при всем при этом главную роль в разграблении, переделе собственности Советского Союза и, конечно же, единственную и основную роль в начале Первой русско-чеченской войны играла КГБ, ФСБ. В 90-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведуправления США. Их потом в США
привлекали к уголовной ответственности, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство и участвовали в приватизации. И это только один пример. На самом деле их гораздо больше. Так вот. Здесь, знаете, еще это мои предположения, конечно же, со многими неизвестными, которые я тут говорю. Здесь может быть связано это как действие и на государственном уровне, так и может быть просто разведка ЦРУ, да, Центральное разведывательное управление, которое находилось в Советском Союзе, оно просто приняло участие, и личная инициатива могла быть на местах этих людей, а не программа американского государства. Такое тоже возможно. Потому что раз их там судили, их могли судить за то, что они лично попытались обогатиться, а могли судить за то, что они вообще принимали в этом участие. Потому что в этом принимать участие, там, помочь с экономикой, из этой колхозно-совхозной экономики нужно было сделать рыночную экономику. И для этого нужны были специалисты, которых в Советском Союзе не было. И привлекались, конечно же, однозначно привлекались американцы. И американцам нужно было строить российскую экономику, советскую экономику, колхозно-совхозную экономику, строить в мировую экономику, чтобы иметь рычаги давления или там как-то управления Советским Союзом или уже новой Россией, которая уже сформировалась. Поэтому тут двоякие моменты могут быть, но без сомнения одно, то что именно КГБ является и хозяином полновластным в Российской Федерации, так называемой Федерации, и зачинщиком вот всех этих войн, терактов, убийств и преступлений, которые совершались на протяжении вот всего времени существования вот этой Российской Федерации, так называемой. Во-первых, по этой линии все находилось под известным контролем определенных стран. Находилось под контролем, не знаю, что он имеет в виду, определенных стран, но за все это время Путин не осудил, или КГБ не осудило ни одного большого чиновника и не привлекло к уголовной ответственности ни одного просто этого. Ну, сейчас я вам чуть-чуть перемотаю. Ну ладно, давайте досмотрим его. Не осудило ни Чубайсов, ни Гайдаров, ни третьих, ни десятых. Просто таких процессов мы не слышали, что кто-то был осужден. Ну давайте послушаем просто дальше. В объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты. Приходили туда на работу каждый день, с утра до вечера. Стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали. Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали. Как только Россия стала заявлять о своих интересах, о том, что они у нее есть, стала повышать свой суверенитет, экономику и возможности вооруженных сил, потребовались другие инструменты влияния на нашу внутриполитическую жизнь. Нам с вами нужно внимательно смотреть, надо уважать себя. Да ладно. Уважать. Ну, подонок просто. Какой уважать? Награбил, сидит, мерзавец. Так, теперь я вам покажу визги. Новые визги. Чтобы не слушать, это чмо. Извиняюсь, конечно, перед женщинами. Но нельзя просто относить. Не могу я его больше слушать. Уважать себя, вот он тут рассказывает, потом он там что-то дальше говорит, что вот он такой борец там за свободу. Видишь, ты Путин был, когда ты взрывал в 99-м году своих граждан. Может, это ЦРУ взрывало, может, мешки с гексогеном были сотрудниками ЦРУ, а не ФСБ, которые заносили там. Может быть, Патрушев тоже кадровый офицер ЦРУ, может, ты тоже тогда кадровый офицер ЦРУ? О чем ты говоришь, уважать себя? Нет! Это была обычная такая, гамбит это был. Притворились слабыми, реально были слабыми, легли полностью. И как только чуть-чуть пришли в себя, понимая, что они совершили массу преступлений для того, чтобы озолотиться, они решили просто снова вот закрыться и сохранить свои
капиталы награбленные, и на народ им абсолютно наплевать. Это все это словесная эквилибристика. Ну, давайте послушаем уважаемых людей. Прямо в Киеве. Не эту, я говорю. Я хотел бы работать вместе с сенатором Блюменталем и остальными, когда речь идет об Украине. Я бы хотел, чтобы были введены санкции с возможностью их изменения, которые бы позволили президенту Байдену к чертям обложить Россию санкциями, причем за наращивание вооружений у границы, а не за вторжение как таковое. Дать президенту инструмент, чтобы он мог пойти к Путину и сказать ему: вот что обе партии Конгресса думают о том, что вы делаете. Будете продолжать, пеняйте на себя. Мы снова собрались здесь, потому что демократы в этой палате не желают сделать одной вещи, которая остановит Владимира от возможного вторжения на Украину. Это вещь — санкции против Северного потока-2 и обеспечение того, чтобы он никогда не был использован на полную мощность. Если Северный поток-2 будет запущен, то Украина окажется беззащитной перед лицом. Ой, подождите, реклама, снова реклама. Я не знаю, очень бедные, видимо, стали на России, что они каждые 2 секунды включают рекламу. Просто невозможно смотреть милые новости. Если мы увидим российские танки на улицах Киева, то только потому, что Джо Байден сдался Путину, а демократы, заседающие в Сенате, не захотели привлечь его к ответственности. Надеюсь, что этого не произойдет, ведь мы можем начать действовать прямо сейчас и ввести санкции против Северного потока-2, которые сделают его эксплуатацию невозможной, остановят Путина и солдат на границе, предотвратят финансовое вторжение. Вы говорите, что простого введения санкций против Северного потока-2 будет достаточно для того, чтобы обуздать Путина и его амбиции касательно Украины. К сожалению, я думаю, что это слишком примитивный уровень анализа той ситуации, в которой мы оказались. Потому что самое лучшее, что мы можем сделать, чтобы предотвратить то, что хочет сделать Путин, это дать ему понять, что мы едины с нашими союзниками в Европе в противостоянии его действиям. Дать понять, что мы едины с нашими партнерами по НАТО, партнерами в Европе. Здесь стоит отметить, что на самом деле сейчас европейские страны, Евросоюз активно включился, очень активно. Я просто восхищен тем, что сейчас происходит в Европе. Европа зашевелилась, агентура Путина и КГБ, она сейчас заползла под корягу, потому что ситуация очень серьезная, видимо, и поэтому к власти реально пришли и в Германии, и в других разных странах приходят западные, процивилизованные силы и вот эти КГБшные силы. И это очень хорошо демонстрирует другой новостной сюжет того же самого канала, той же самой Скобеевой. Давайте буквально тоже посмотрим, чтобы иметь представление, что тут происходит. Это наш новый канцлер федеральный Олаф Шольц. Новый избранный федеральный канцлер призывает не допустить с одной стороны конфронтации в вопросе запуска Северного потока-2, с другой стороны, вот полюбуйтесь, сегодня новый Бундестаг впервые собрался в Рейхстаге. И только послушайте, какие приоритеты ставит перед собой тот самый светофор. Новоизбранное коалиционное правительство ФРГ в вопросах внешней политики. Только не бойтесь. Посягательство России на суверенитет Украины абсолютно недопустимо, и мы в этот переходный период должны дать России четко понять, что для Германии это приоритет, что Германия на стороне Украины, что Украина должна остаться суверенным государством, и что мы будем противодействовать любому вторжению на Украину. Разумеется, Путин не случайно выбрал этот момент для стягивания войск. Он знает, что в Германии сменилось правительство, он знает, что во Франции нестабильная политическая ситуация из-за предстоящих президентских выборов. И прямо сейчас наша первостепенная задача — оставаться в Западном альянсе вместе с НАТО. Вместе с нашими западными партнерами мы должны дать Путину понять, что мы едины как никогда. И какими бы жаркими ни были дискуссии вокруг ядерного устрашения, любой, кто сомневается в его эффективности, угрожает безопасности Запада. Германия не имеет права этого делать и должна занять четкую позицию. Россия представляет конфликт на востоке Украины как внутриукраинский конфликт, и это недопустимо.
Россия выдает себя при этом за непричастного посредника. О нет, Россия участник конфликта, Россия агрессор. И поэтому я благодарен канцлеру Шольцу и всем членам правительства за то, что с самого первого дня они дали четко понять, что российская агрессия против Украины не останется без последствий. Не НАТО стянуло 100 тысяч готовых к войне солдат границы суверенного государства. Прямо сейчас Путин использует нестабильность в Европе и пытается предстать на мировой арене, как будто он играет в одной лиге с США. Самым настоящим цинизмом я считаю слова советника. Так, и далее еще надо это все вам показать. Это на самом деле то, что сейчас происходит, это очень важные моменты, которые имеют, мне кажется, очень перспективу, исторической перспективе, очень далеко идущее развитие всему этому будет. И это очень важно сейчас все это зафиксировать нам. Так. Сегодня мир официально вернулся в состояние холодной войны. Новоназначенный глава... Сегодня, кстати говоря, День прав человека, и в Америке открылся саммит демократии по защите прав человека. Генштаба Великобритании Тони Радклифф назвал поведение России главной угрозой свободному миру и предупредил Запад о наихудшем сценарии, невиданном в Европе со времен Второй мировой войны. Речь, разумеется, о неминуемом вторжении Путина на Украину. Ну а в Белом доме сегодня призвали внимание ликвидировать ООН, то есть лишить России... Господа, если вы помните, я тоже об этом давно говорю. И сейчас в Белом доме призвали ликвидировать ООН. Для того, чтобы поставить на место и привлечь к уголовной ответственности КГБшников, конечно же, без сомнения, ООН должен быть ликвидирован. У меня целый отдельный ролик был, да, или стрим мы проводили по этому поводу. ООН должен быть без сомнения ликвидирован. В ООН не соблюдается основной принцип, да, вот на сегодняшний день в том формате, в котором существует, не соблюдается основной принцип справедливости, да, так как 5 стран являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и имеют право вето. И, например, мы, чеченцы, да, для нас, для чеченцев, это жизненно важный вопрос. Для чеченского государства это жизненно важный вопрос. Новым членом Организации Объединенных Наций может стать лишь государство после того, как 5 этих стран разрешат, да, или не наложат вето, не запретят им. И как вы думаете, позволит ли Россия чеченцам стать членом ООН, да, и стать полноценным, войти во все международные институты? Нет, конечно, не позволит. Но сейчас из Белого дома поступил сигнал, что нужно распустить Организацию Объединенных Наций, как когда-то была распущена Лига Наций, потому что ООН свою функцию не выполнил. Сейчас, вот на сегодняшний день, если оставить Чеченскую Республику, если оставить Грузию, то на сегодняшний день уже много лет признаваемую Украину вместе с Крымом, часть территории аннексирована, захвачена и присоединена к своей стране, России. Поэтому ООН со своей функцией не справился. ООН не справлялся со своими функциями уже давно, потому что из 5 членов, постоянных членов Совета Безопасности ООН, 2 из них, Китай и Россия, открыто на глазах всего мирового сообщества совершают геноцид. Эти страны просто не имеют никакого права находиться там. Не говоря уже о всех остальных преступлениях, которые совершаются. Просто открыто над уйгурами и над чеченцами. Русские над чеченцами и уйгуры, и китайцы над уйгурами совершают геноцид. На сегодняшний день геноцид над чеченцами продолжается. Он приобрел другую форму, но он продолжается. Без сомнения. И сейчас уже к этому можно присоединить уже и крымских татар, которые пока еще в лайт-версии, если так можно сказать, происходит геноцид.
Право В вето, принципе, которое, это как да. известно, наша с вами страна выиграла не в лотерею. Цель понятна. Совбез ООН все еще мешает Соединенным Штатам добиться тотального доминирования в мире. Но начнем с главного. Будем пресекать. Так по-военному коротко, без подробностей. Начальник Генштаба России предупредил Украину, что провоцировать нас не стоит, а стоит выполнять Минские соглашения. И такой же, как принято говорить на Западе, месседж. Ну все, Герасимова слушать не буду. Если хотите, можете ее послушать, потому что это очень недостойнейший человек, которого, ну ничего нового он там не скажет. Вот как-то вот так ситуация развивается в мире. Россия просит помощи, надеется, что окажет там восточные страны, в первую очередь, конечно, Китай. На это очень рассчитывают. Но будем посмотреть, как говорится, будем смотреть и наблюдать за процессами, которые происходят. Так, мы не зависли, друзья? Мы, по-моему, зависли, да? Нет, вроде не зависли. Но почему-то у меня снова не тянет интернет. Так. Россия должна быть изгнана из ООН и привлечена к Международному суду в Гааге за массовые военные преступления в Чечне, Грузии, Украине, Сирии, а также за международные теракты. Фриман антипутинизм. Фриман, изгнать Россию нельзя по уставу Организации Объединенных Наций. Туда нельзя в эти 5 членов ни принять никого, ни убрать никого. Вот. Нет такого механизма принятия. Просто Россия там находится на незаконных основаниях, но она уже как правопреемница признана и СССР и оставлена там. Поэтому нужно полностью, как когда-то Лигу наций, распустить просто ООН и переучредить новую организацию, куда войдет Чеченская республика Ичкерия, да, Алмова. Так, Чингоп у нас объявился. Салам маршал Дума, Серг Асан, об уведомлении я молчу. Меня даже отписали. Маршал Хель. Да, отписали. Но у меня, я заметил, отписывать тоже происходит. Потом, знаете, что происходит? Я пишу комментарий, и он у меня несколько раз здесь появляется. Они у меня на канале себя ведут, как уже у себя дома. Причем, знаете, я иногда оказываюсь подписан на каналы каких-то русских там патриотов, там каких-то вот таких людей, которые я даже никогда не смотрел просто. Надо же, чтобы хотя бы зайти посмотреть. 2 раза я уже отписывался, захожу, просто проверяю свой канал и смотрю, что это такое. Я этого человека первый раз вижу. 2 раза уже это произошло. Поэтому наш канал атакует. Но это все хорошо. Главное, мы есть, мы формируемся, гражданское общество чеченцев, чеченское общество, оно есть. Мы об этом заявили громко. И теперь они просто так не могут говорить, что вот нас нет, не существует, что вот чеченцы закончились и они так и так далее. Поэтому пускай делают, что хотят. Так, друзья, давайте почитаем ваши комментарии. Почитаем ваши комментарии. В России история очень часто идет по кругу, повторяя те же ошибки. И не только в России. Так. Не забываем ставить лайки, напоминает Эльси. Распространяйте видео в социальных сетях, везде максимально, чтобы максимально донести для людей информацию, распространяйте. Мы это делаем не ради денег, как вы знаете, да? Мы просто хотим донести правду до людей. Поэтому примите в этом участие максимально.
социальных сетях, в WhatsApp, где можете только распространять. Это не касается жителей временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Будьте предельно осторожны, те, кто находится в Ичкерии и в том числе и России тоже. Во всех социальных сетях РФ показывают ролики, восхваляющие тирана Сталина. Лаптиноги не могут существовать без палача. Эти извращенцы любят, когда расстреливают и отправляют в Соловки, ГУЛАГ. И сами давят. Абсолютно верно. Абсолютно. Так, довели. 10 на 10. Все отлично, говорит. Казахов в Китае тоже 2 миллиона в тюрьмах. Жан говорит. Китай это фашистская страна, без сомнения. Коммунизм это фашистская идеология. Китай торгует органами мусульман. Да. Фриман антипутинизм. Русский этнический имперский нацизм уже стал основным фактором политической жизни в России. Да, абсолютно так. Наложить санкции на США нужно за Афганистан, Ирак, Ливию. Так. Юрий Лос. Нехай не сподіваються оккупант на помилування. Пускай не надеется оккупант на помилование. Так, это Юрий Лос. Фриман антипутинизм. Наличие в сознании русского народа бессознательной имперскости причина поддержки политики нынешних властей России, которые вернули страну на имперские рельсы. Так, в Германии снижается коронавирус. Ура, товарищи. Чечня не Россия, Машор. Ведь в Российской Федерации ведь самые разные нации живут. Почему они все впадают в имперский синдром? Из-за пропаганды, которая вводит в психоз. Алексей говорит. Ну, во-первых, разные нации, они ничего не решают. Во-вторых, те разные меньшинства, которые, маленькие нации, которые есть, проживают в оккупированной России, они уже, пройдя жернова вот этой советизации, когда Сталин и КГБ делали новых людей и русифицировали всех, многие поддались этой русификации. Потом те люди, которые что-то говорят об имперскости, да, их не так много, не русских, об имперскости мало, абсолютно немного этих людей. Но те, кто это говорит, либо они пытаются войти в эту систему и стать номенклатурой, да, сегодняшней номенклатурой, либо ей уже являются, либо дети этой номенклатуры и понимают, что вот в этом русле нужно двигаться. Ну и, конечно же, роль пропаганды играет огромное значение, это тоже бесспорный факт. Скобеева готова свое. Скобеева, готовь свое. Селим Али Асан, тебя скоро будет весь Кремль бояться. Ты ведешь очень умную политику. Баркал Селим. По-русски пиши, не понимаю. Так, Денис, так. Я читаю все подряд. Ну, я уже отстал. Давайте я. Беслан Ахмадов. Россия это ад с березками. Китай враг человечества, так как коронавирус вышел из Китая, говорит Селим Алиев. Я знаю, что из Ухани была вспышка, как нам говорят, но я считаю, что, конечно же, коронавирус это дело рук Путина и КГБ. Да, Путин это, я так условно говорю, это коллективный Путин, это КГБ. Интернет в Москве и Питере отключите или сбой несколько дней. Электричество и интернет в Москве отключите. И что будет? Я, как всегда, насчет чеченского языка. Нормально. Да, и чеченский язык это большая проблема, и нам об этом нужно говорить завтра. Послезавтра, воскресенье, да, делаем на чеченском языке стрим. Рок-н-ролл. Россияне все валят на Путина, мол, он зло. А сами россияне ни при чем. Люди маленькие, ни на что не влияют и сидят в хатах с краю, попутно теребя портретик Сталина. Да? Именно так.
Кстати, возвращаясь по поводу вот, почему национальности там не русские говорят там об имперскости там и так далее. Здесь можно сказать еще очень важную вещь, что ведущую идею фальсификации национального вопроса, потому что его нет, да, идет полная русификация, выдавать кремлевский тип колониализма за идеальное решение нацвопроса, кремлевскую великодержавную политику русификации нерусского народа за политику интернационализма. Это была такая излюбленная методика ГИВНИ, КГБ. И знаете, что делали в советское время? Русским говорили, что мы должны быть за свободу, русские должны были, русские большевики, русские вот эти коммунисты, они должны были говорить, что мы за свободу, за самоопределение наций и так далее. Представители большевиков этнического меньшинства, они должны были наоборот говорить, мы должны быть с русским народом и влиться в русский народ. И это делалось целенаправленно. Русским позволялось говорить так, а нацменьшинствам обязывалось говорить именно, что мы должны быть с русскими. Вот так делалась политика. Там очень большая, еще раз, большая теоретическая база имеется у Советского Союза, имелась, и она имеется. Все то же самое, что обучалось, преподавалось в академиях КГБ, там, их партийных школах. Все то же самое по той же методике преподается сейчас. Россия, царская Россия, которая была намного, наверное, лучше, чем советская, не без сомнения она была лучше, столько миллионов людей она не уничтожала, по крайней мере. Царская вот эта Россия, советская, так называемая Россия, и сегодняшняя демократическая Россия, она меняла только название, но свое имперство у нее оставалось всегда. И это суть этой страны, и суть этого народа, этой системы. А народ, он запуган, зашуган и покорен. И вот оттуда берется, знаете, как в концлагере. Зашуганные, запуганные, уже смирившиеся уже во многих поколениях люди. Из них выбираются себе новые кадры, которые ведут войны. Конечно же, русский народ в России, он привилегирован, несмотря на все то, что он такой зажатый, опущенный и так далее. И можно сказать, русский народ можно сравнить смотрящим в хате, да, в тюрьме, если брать вот эту лексику. Вот они такие активисты, да, с повязками, вот они наблюдают за всеми остальными. Они над русскими наблюдают, ну и над другими, другими национальностями. А непосредственно хозяин тюрьмы, это вот КГБ, обслуга, это армия, которая Виштухай, охрана, там, надзиратели и так далее. Вот так вот можно сравнить только с этой системой. Да, она иногда становится более такой либеральной, особенно когда им тяжело, когда им все плохо, они притворяются хорошими там, и так далее. Но суть и ядро вот этой системы, оно остается неизменно именно таким, каким вот я вам сейчас рассказываю. Без сомнения. Так. Российской что-то будет. Так, Путлер, квинтэссенция русского народа. Селим Али, русские алкаши, они живут как будто в другом мире. Им достаточно выпить водку, больше ничего не нужно. Ну, русским алкашам да. Дометиев, я чеченский бы выучил только за тем, чтобы слушать Аслана в оригинале. Дометиев. Да, учите, Дометиев, учите. У меня уже много там стримов на чеченском языке есть. Можно потихонечку уже приступать. Иван согласен так. Кадыров Путина намыло обоих. Селим. Файтер, салам алейкум, алейкум салам, Файтер. Просто так война не начинается. Сейчас что не воюют Чечня и Россия.
просто так войны не начинаются. Сейчас что не воюют Чечня и Россия. Это вопрос или утверждение? У нас в 99 году наш президент ввел военное положение, Денис. Поэтому мы между вами, да, Россией и Чеченской Республикой, мы находимся в состоянии войны. Поэтому в таком состоянии, юридически мы в состоянии войны. И вы убиваете наших людей. Мы перестали убивать ваших солдат. Просто физически мы это пока не можем делать. Оккупантов имеется в виду. Вы продолжаете убивать разными коронавирусами. Вот под видом исламистов, террористов тоже убивали сейчас. Слава богу, чуть-чуть спала эта система, но под другими рак, другие болезни, вот массово наших людей вы убиваете. Так, Вилпес Инкульта, Машволь. Ассаламу алейкум, Асан смотрел диалог Сакурова и Путина. Ощущение, что Сакуров на листочке занесли для того, чтобы Пыня озвучил это. Ва алейкум ассалам. Я думаю, да, Вилпес, это все ерунда. Сакуров никакой не герой, не боец, там ему как бы позволяют, ну, знаете, у них столько бывает вот этих разных спецопераций, что абсолютно можно допустить, что это был просто розыгрыш в эфире, что вот там он так на него говорит, у них такая свобода слова, приходите, я вас, Сакуров, уважаю, там и так далее. Может быть, сейчас Сакурова будут вводить в какую-то игру, да, для подсадки наживки для Запада. Да, сейчас Сакуров представим. Сакуров это обычный пропагандон, самый настоящий. Это он говорил о том, чтобы спасти Россию, не отпустить ли нам Запад и так далее. Это все ерунда полная. Вообще. Задайте вопрос Сакурову, виновата ли его страна в убийстве 30% граждан, в том числе и русских, да, чтобы тоже не забывали о том, как будто речь только о чеченцах идет, в том числе и русских, и других национальностей нашей страны. И что он это сказал? Готовы ли они ответить за это? Задаст ли Сакуров вопрос, а кто взрывал Владимир Владимирович в 99 году? Почему, например, Патрушев сказал, что там был сахар, задержали ФСБшники? Почему были другие взрывы? Вот задает ли такие вопросы, да, в прямом эфире? А то, что он там печется о России, это я не сомневаюсь, но я склоняюсь, да, не то, что не сомневаюсь. Сомнения, конечно, есть, что может быть это не постановка, но я больше думаю, в кадр не пустили бы, в эфир это не показали бы, если бы они этого не хотели. Если бы это не было сделана такая разыгранная партия, потому что уже они живут спецоперациями, да, спецделегированием, там, какими-то внедрениями там, и так далее. Это уже давным-давно 100 раз уже, 1000 раз они это уже проворачивали. Жан, если вы отключите электроэнергию, интернет в больших городах, будет капец Путину. Да, не знаю. Кстати говоря, я вам хотел показать другого гибнюка. Есть такой Геннадий Гудков, да, Геннадий его, по-моему, зовут его постоянно, да, Геннадий Гудков, который здесь там изображает со своим сыночком, сюда приехал, и они изображают себя оппозицию, что они вот такие борцы. А Геннадий Гудков, я еще раз говорю, я в эфирах это говорил, Геннадий Гудков является кадровым, действующим сотрудником ФСБ, без сомнения. И я вам скажу как. Я понял об этом, что он не ушел в звании полковника или подполковника в начале 90-х в отставку. Геннадий Гудков занимался идеологическим, вот именно борьбой с диссидентством, да, знаете, наших советских диссидентов, которые были тогда по всему Советскому Союзу. Вот Геннадий Гудков занимался именно этими людьми. То есть сейчас он именно в своей отрасли продолжает свое дело. Да? И его сын как-то, Дмитрий, по-моему, зовут, он
в Фейсбуке какой-то пост написал. Я говорю, ну что вот ты хочешь сказать? Ты же сын КГБшника, ты сын генерала КГБ. А о какой оппозиции ты можешь вообще представлять? Вообще, вам вообще не стыдно говорить? Ну, вот такого плана. Пишу ему текст, это несколько лет назад. И он говорит, мой папа не генерал, а ушел в отставку, типа полковником или подполковником и так далее, и так далее. Ну и все, вот, диалог такой происходит, и на этом заканчивается. Потом проходит какое-то время, и у Сотника на канале Геннадий Гудков открыто говорит, что я генерал, да, вот, типа я вот генерал и так далее, и так далее. И как человек, который в начале 90-х ушел со службы подполковником или полковником, имеет звание генерала, и именно в той отрасли, в которой он занимается, сейчас он продолжает заниматься. Конечно же, это внедрение вот этих КГБшников очень наивному Западу втюхивают вот этих людей под видом либералов. И я сейчас вам покажу видео, где его на Радио Свобода, Кавказ Реалии, там они просто инфильтрированы КГБшниками и просто откровенно КГБшников рекламируют, просто откровенно. И постоянно вот нам показывают это. Мне иногда кажется, может быть, это какая-нибудь задумка какая-нибудь американских спецслужб там, для того, чтобы что-то сделать. Потом я вижу, никакой рациональности в этом нет. Есть нормальные русские. Среди россиян есть нормальные русские, с которыми Западу, Америке, Англии нужно взаимодействовать. Выявлять этих людей, нормальных демократов, искренних, честных, порядочных людей. А не вот этих, на которых уже пятна ставить негде, которые будут всегда водить за нос Америку. Всегда, как они с развалом Советского Союза по сегодняшний день вели за нос. Также и продолжат вести. Я не могу понять, почему идет Америка, Англия, западные страны на поводу вот этого всего. Просто у меня в голове не укладывается. Но не могут, это вред западным странам, то, что они делают. Это неэффективно, это, да, иметь дело нужно с тем, кто есть, да, других нет там и так далее, и так далее. Но при всем при этом есть ведь и другие, надо их просто найти, надо их перелопатить, эту руду, найти оттуда эти алмазы. Они есть, и я знаю некоторых людей. Я вам про всех еще не говорил. Есть еще люди, которые очень талантливые, очень искренние, честные в своих вот этих делах. Некоторых вы уже тоже знаете. Давайте сейчас посмотрим, к чему сейчас ведет. Помните, я говорил, будут репрессии в России. Для того, чтобы были репрессии в России, массовые репрессии в России, нужен повод, как взрывы домов в 1999 году. И вот смотрите, на Радио Свобода, что говорит Геннадий Гудков. Все, что тут он скажет, это в принципе правда. Но как он это говорит? И что делать? Как это преподносится? Это очень важно. Обратите внимание. Мирными протестами сегодня власть не заставишь уйти. И я не говорил о применении оружия и насилия. Но я говорил о том, что там, где народ способен продемонстрировать готовность сопротивляться к произволу властей и силовой реакции властей, там народ побеждает. Вот народ должен демонстрировать силу, уметь ее продемонстрировать и показать, что при необходимости в ответ он ее готов применить. Тогда массовый протест имеет перспективу. Вот так вот. Смотрите, друзья, это очень важный момент. Сейчас идет подготовка. Если бы на уничтожение русских, россиян идет. Я не сомневаюсь, что и хороший участок вот этого крови произойдет и в отношении чеченцев. Это тоже готовится. Сейчас в этой сложившейся обстановке, когда все уже закручено, и внешне уже ты ничего не можешь сделать, понты уже не проходят,
сейчас идет накручивание, что только вооруженным путем мы сможем как-то что-то делать. И он не говорит прямо, что нужно вооруженным путем, но он говорит, нужно показать себя. И сейчас в России, вот вы увидите, появятся провокаторы, не русские это будут провокаторы, которых вы уже видите на разных каналах, YouTube каналах, которые там говорят о разных таких, что нужно вот там смещать Путина и так далее, и так далее. И эти люди будут, вот как сейчас Геннадий Гудков, это первый козел-провокатор, который ведет сейчас этих баранов. И они призовут, возможно, это окажется Навальный из тюрьмы призовет, возможно, какой-нибудь там другой окажется, Шиндаков какой-нибудь, или Гиркин это окажется, чтобы вот попробовать мобилизовать, что мы должны оказать вооруженное сопротивление. И в этот момент найдут оружие, уже, наверное, все это подготовлено у разных оппозиционеров, у разных там слоя людей, и под видом смерть шпионов начнется массовые репрессии. Вот я бы хотел предупредить и русских, в первую очередь чеченцев, и всех остальных россиян, и на Западе, что произойдет сейчас провокация, что вот кто-то хочет свергнуть Путина. Никто пока не замечено никаких сил, которые готовы вооруженным путем что-то делать. Даже этого очень боятся. И вы, если вы помните, когда вот Навальный тогда позвал вот этих по-новому, сделал клич для того, чтобы выявить людей, бессмысленный просто митинг, когда он уже сидит и никакого результата это не даст. Нету митинга, чтобы освободили Навального, и не идут к колонии, не окружают там 100 тысяч человек эту колонию и ждут выпустите Навального. Об этом никто не говорит. Просто выйдите, постойте. И вот помните чеченец Джумаев, который и другие там, очень много людей засветились на этом митинге, и они загремели, на большие сроки загремели. И самое главное, что нужно для власти, их нужно переписать всех, нужно зафиксировать, переписать. И вот сейчас это может вот с новой силой повториться. Очень сейчас часто мы начинаем слышать, что только вооруженным путем, только вооруженным путем. Для того, чтобы вооруженным путем что-то делать, нужно окно Овертона, нужна возможность. Сейчас этой возможности в России нет. Только лишь полностью саботаж, мирным путем полностью саботировать любые действия. Вот к чему нужно призывать. Потому что сейчас уже мирным путем выйти и встать на площадь, да, они могут. Да, но для этого нужна четкая структура, четко организованные, признанные лидеры должны быть. Ну или хотя бы несколько лидеров. Пускай даже если они находятся на Западе. Но пока таких лидеров я не замечаю. Таких лидеров нет. Есть имитация, а настоящие лидеры, они как бы задвинуты в сторону, и эти лидеры, они как бы пока никакой такой заметной роли не играют. Ну вот такая вот ситуация. И вот Гудков аккуратненько говорит, и не только Гудков сейчас об этом начал говорить, что тоже очень интересно сейчас наблюдать. Но то, что говорит об этом сейчас Гудков, это для меня, этот Гудков, он такой индикатор. Я не сомневаюсь, что этот человек враг русского народа, враг чеченского народа, враг демократического свободного мира. Без сомнения просто в этом у меня нет, потому что это действующий генерал КГБ, абсолютно без сомнения, ФСБ. И вот то, что он говорит, а я много уже за ним наблюдаю, он есть, еще некоторые личности есть, которых почему-то на Западе очень там принимают, любят там и так далее. Но при всем при этом они играют очень важную роль в провокациях против Запада и против русского народа. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Ассаламу алейкум. Хочу воиночки. Ва алейкум ассалам. Воин, наш воин. Так. Асан, что скажешь о Юрии Швец из США? Пока что все его прогнозы сбываются. Я скажу, что Юрий Швец очень толково и очень правильно говорит. При всем уважении к Гарри Табаху, который является моим другом, и у них там было там недоразумение, они граждане одной страны, но я исхожу не из личных каких-то
а то, что как он это говорит, как он четко расставляет акценты. И в этом плане то, что делает Юрий Швец, мне понятно. Я вижу, что этот человек выступает на стороне, ну это мое мнение, да, на стороне абсолютной, 100% на стороне Америки он выступает против России. Он знает вот эту КГБшную систему, он всех вещей, может, не знает, как, впрочем, и никто, но единственное, у меня одна к нему претензия, я ему даже писал, но он проигнорировал. Ну, там он, по-моему, всех, по-моему, игнорирует. Что он не говорит о моей стране, Чеченской Республике Ичкерия. Вот, что, например, Гарри Табах только и делает, что говорит всегда о чеченцах, поддержать там и так далее. Но Гарри Табах мой друг, а этот человек как блогер, как специалист в определенной области. Мне интересно его смотреть. Все верно, Асан, еще развили тему границы рядом с Ингушетией, вонючки. Вилпес Инкульта. Да, я хотел сделать отдельное видео, обратиться на чеченском языке к ингушам. Но раз затронули эту тему, я постоянно пытаюсь избегать, не говорить, чтобы, когда они начинают грызться в этой теме, чтобы туда не влезть и не запачкаться. Без сомнения, чеченцы и ингуши это один народ, это братский народ, который в силу разных обстоятельств, и если бы это обстоятельство под названием Россия не вмешалось бы нас, мы бы были единым народом и никогда бы не разделились бы. Это факт, да, 100% факт. Мы один народ с одним языком, чуть-чуть диалекты отличаются, мы друг друга прекрасно понимаем, когда говорят на ингушском, когда говорят, я понимаю, когда я говорю на чеченском, понимают они. Чечня, Чеченская Республика начинается, как об этом сказал тогда Аушев, начинается в пригородном там и заканчивается в Хасавюрте. Ингушетия начинается в Хасавюрте и заканчивается в пригородном. Поэтому у нас нет ни границ, ничего, и они не нужны. Просто посмотрите на Европу. Люди, которые живут здесь, в Европе, ладно, кто-то живет где-то там, не имеет доступа к интернету и не видит мир, может говорить о каких-то вещах, что граница, земля там и так далее, и так далее. Это все полная чушь. Между нами никакой границы быть не должно. Ингушетия, конечно же, должна выйти из состава России. Далмула это произойдет. Далмула. И мы должны строить свободное, демократических два государства. Я не призываю объединяться, но было бы хорошо, если мы были бы единым государством. Но мы можем быть конфедерацией на Кавказе, и, конечно же, с ингушами это будет нам намного лучше и легче сделать. Сейчас то, что закладывается, об этом, кстати говоря, Путин с Сакуровым, когда говорил, это тоже упомянул, это очень важно, потому что это закладывается мина между нами. Ингушей, те, которые выходили тогда на митинги в самом начале, они выходили против Евкурова. Нужен был повод, недовольная масса уже, энергия, вот эта, которая накопилась, да, как сейчас недовольная масса энергии направляется не против России, чеченская масса недовольства энергии, направляется против России, а против Кадырова направляется разными вот этими деятелями от Лубянки. И то же самое произошло с Ингушетией, с ингушами. Ингуши вышли, они были недовольны. Ингуши быть довольными не могут в принципе по определению, потому что вот в Чечне прошел геноцид, там столько людей убили и так далее. Ведь в Ингушетии тоже убили огромное количество молодежи. Люди были запуганы, просто в стрессовом состоянии ингушский народ находился. Это очень страшные времена были. Вот, чуть-чуть
чуть-чуть расслабили, да, у многих убили, многих посадили целыми семьями, помните, в машине мать, сына, жену, детей, всех они там расстреливали. Это очень много страшных вещей пережил ингушский народ. И ингуши выступали тогда не против чеченцев. Я очень хорошо следил за это в самом начале ситуации, просто это доказывать, опять вновь кричать очень сложно. Но я прекрасно помню, как на митинг, потом уже, когда начали уже говорить, что это там на чеченцев что-то там говорят ингуши и так далее, тогда один ингуш, я помню, это не все просто нам попало в сеть, не все это записывалось, вышел и сказал, мабиц галга, нохчи мабиц отбит галга. Вышел и сказал, мабиц там, и там очень строго сказал это. И его поддерживали все. Бэц галга вай мостре раскибу, КГБ-ю. Раск галга вай вежрибу. Галга вежри бэц бога, раск бог дешу. Даже если у вас есть недовольство ингушами, даже если у вас есть недовольство чеченцами, обращаясь к ингушам, мы сейчас не имеем права это говорить. Все, кто так говорит, они автоматически способствуют КГБ. Они способствуют нашим врагам. Соответственно, эти люди являются добровольными, неумышленными, сознательными, несознательными провокаторами в этом деле. Поэтому нам нужно просто помолчать пока об этой теме. Не говорить об этом. Там все высосано из пальца. Вообще произошла подмена тогда на этих митингах. Начали говорить против Евкурова. И, конечно же, говорили против Кадырова. И против Кадырова ингуши говорили. И в том числе ингушам Кадыров немного плохого принес. Хотя им тоже он принес. Они за нас говорили. Потому что мы не могли ничего сказать. Давайте сейчас будем просто объективными. А потом вот в этот процесс, когда идет. Вот в этой ситуации, когда появились разные вот эти Абадиевы, Мабадиевы, вот эти провокаторы от Лубянки. Почему около там 40 ингушей или там 30 ингушей посадили, а Абадиева до сих пор не посадили? Почему он делает видео, ему отвечают, ему говорят, из него делают вот такую фигуру? Он никто. Это человек КГБ. И этот человек специально закладывает эту мину. И мы сейчас должны поставить жирную большую точку в этом. Во-первых, в своем неучастии в этом. И каждый раз, хотим мы этого или нет, подчеркивать, что мы братья. Войнух авежрал биумадат. До войкастиду сейчас время смуты между нами. Потому что сейчас Россия ослабляется. Ей нужно устроить геноцид. Как русского народа, так и чеченцев, ингушей. В 1944 году ингуши и чеченцы, Сахоми, Вежери, Сахоми, Хам. Сегодня вы можете говорить, ты ингуш, я чеченец. Вы это можете говорить. 23 февраля 1944 года вы должны были это сказать. Вот тогда посмотрите, как к нам отнеслись тогда. Кто мы были? Нас тогда не делили. Малилди, умш аддит. Это вейц дохшумш дат. Хиц далищолшум датцер. Сейчас это категорически нельзя делать. Наоборот, раз они так нас заставляют себя вести, работает огромное количество троллей, провокаторов. Я сам входил в эти группы в Фейсбуке и пытался адекватно поговорить. Такое я услышал о чеченцах. Я пытался, здраво возмутиться там, что-то там объяснить туда-сюда. Вообще меня не слышали. Просто оскорбление, всю нацию, всех, все. И то же самое происходит ведь с чеченской стороны. Но это делают тролли. А потом подключаемся мы. Я тоже очень сильно разозлился, когда начали на всю нацию мою говорить. Ингуши, если говорят на чеченцев, они сами на себя говорят. Чеченцы, если говорят на ингуши, они тоже сами на себя говорят. Мы вот в нашем Ашхой-Мартановском районе, Катарюрте, да, откуда являются мои родители, я родом, у нас есть тейпы, которые и чвои, там, 3, 10,
ну, масан дух-духу швайцик, на нашей границе, которые там есть и тут есть. У них там родственники, и у них тут родственники есть. Мы еще даже не разделились полностью, как два народа. Я не хотел бы, чтобы этот процесс, конечно, происходил вообще, потому что чем нас больше, тем лучше. И неважно, пускай приходят и другие народы, пусть живут с нами без границ. Нам не нужны границы, нам не нужно разделяться. У нас нет нечего делить. А тем более вообще высосан из пальца этот конфликт был. Для того, чтобы вот эта недовольная масса ингушей, которые там что-то говорили, их дискредитировать и их протест просто слить. Вот какая была провернута операция тогда. И им это удалось. Ингуши сели, сейчас мы начинаем друг с другом. Ты ингуш, я чечен, ты это, ты тот, ты такой, ты сякой. Это бред. Я, наверное, отдельно надо будет записать это видео или вырезать этот кусок, выложить, и чтобы вот этот вопрос, не обращайте внимания. Еще раз я вас прошу, не играйте на руку врагам. Да, конечно, оскорбительно, когда делают. Но ингуши не убили 300 тысяч чеченцев. И чеченцы не убили тысячи ингушей. Это все сделали Россия и КГБ. Кремль это сделал. Русская империя это сделала. Вот кто враг. Запомните. Остальное все это их происки. И находиться на оккупированных территориях и делить эту землю, это просто смешно. Это, если бы это не было так печально, это было бы просто до коликов в животе смешно. Вот так, как-то так. Так, кто-то говорит там, продолжая эту тему, кто-то говорит, что там земля наша, земля не наша, там и так далее. Все, кто хоть мало-мальски высказывает позицию отличную от оккупантов, эти люди автоматически попадают в тюрьму. Мы все это прекрасно знаем. Там нельзя говорить, там нельзя комментарии писать, о чем вы вообще говорите. На вот этих голосовых чатах, которые сейчас там эти разные там делают, там тоже сидят стопроцентные провокаторы сидят. Там люди, которые не показывают свое лицо. Зачем же делать голосовые чаты? И по голосу и так вас определят. Это обман, что вас не определяют. Открывайте, делайте через Zoom, откройте видео, покажите свое лицо, скажите, я такой-то. И мы быстро установим, работал ли он там в органах, кто его там, папа, дядя и так далее, работал ли он там в прослушке, прослушивал ли он нашего маджахеда. Мы все это быстро выясним. Скрыть невозможно, тем более на маленький народ. И это вот в это все сидят, мусолят, там что-то разговаривают. И там ингуши такие, чеченцы сики, тодикдуй, твавудуй. Имел дючве гук, ночи вала. И дючинц идите бауят, лат дить бауят. Так, давайте, друзья, время наше заканчивается. Бузуртана, Бузуртана и Бадиев потомственный стукач КГБ. Сун цаха царя. Я не знаю, Бузуртана и Абадиев, являются ли они потомственными стукачами и так далее. Но то, что они делают, и их не могут заткнуть, это говорит о том, что они сейчас являются стопроцентными провокаторами. 100%. И я, знаете, хочу сказать вот эту вещь, одну пока вспомнил. Помните, убили Мансура Старого, Имрана Алиева из Бельгии, блогера. Так вот, его втянули в эту всю вот эту тему. Он был большой патриот чеченцев, он очень уважал, любил свой народ. Они были с части Дагестана, где проживают. И там постоянно им приходилось... В свои дома они не могут попасть. Наши братья-дагестанцы, братья-мусульмане, живут до сих пор в домах, наших чеченских домах, и не освобождают их. Там фотографию Сталина приклеивают к себе на воротам, чтобы еще больше задеть нас, показать нам это.
И это было обостренное у Эмрана Алиева, очень обостренное чувство было в этом плане. И его втянули в эту провокацию. И здесь ведется следствие, будет много еще, я думаю, интересных моментов, которые будут выяснены. Его вынудили, он употреблял, он был на учете состоял, получал лекарства от врача, употреблял эти лекарства, и он иногда даже по его эфиру можно видеть, что он был после принятия этих лекарств. И в это время его вырвали кусок, что он там на ингушей что-то сказал, хотя это был абсолютно честный, чистый, светлый человек. И я считаю, что это была большая провокация. Большая провокация. Так что вот такие вот дела. Ладно, потом поговорим об этом тоже. Так. Джон Изба Аслан. Ничего, Ичкерия. Так, великий салам и шалом вам всем издалека. Я не смогу вам ответить, я очень занят, все будет Ичкерия. Шалом. Аду Давлету, Аслан, мы еще даже не разъединились. Да, Аду Давлету. Именно вот нашу сторону, вот к нам ближе, к границе Ингушетии, если посмотреть, и там, и тут у нас есть. Среди ингушей, смотрите, у нас есть вот эти станицы Оловцара, Асиновская, ну там в Самашках очень много жило, Давыденко, и дальше уже Ингушетия, дальше там уже идут другие, там Карабулак, идут другие, там очень много жило русских, казаков, так называемых казаков. Вы когда-нибудь слышали, что был массовый исход этих казаков оттуда? Это станицы были, которых, да, чеченцы потихоньку там заселяли эти места, но в основном там жили, и сейчас живут, уже очень не так много. Вы слышали массовую резню вот этих казаков, что мы их вырезали, им геноцид устроили? Я не слышал ни массовом исходе, ни о вырезании. Они потихоньку, кто-то принял ислам, они между нами остались, ассимилировались, там, растворились или мимикрировали, да, там, под нас начали косить, хотя остались в душе там кем-то. Поэтому это тоже есть. Это не значит, что человек, который обчеченился и уважает наши законы, уважает нашу государственность, как-то мы его должны дискредитировать. Ни в коем случае. Любой человек, любой национальности, проживающий, рожденный, не знаю, как у нас там, в соответствии с законом, имеет право баллотироваться в президенты. Этот человек любой национальности может баллотироваться в президенты Чеченской Республики Ичкерия. Сюда равные должны быть ко всем. И отношения должны быть. И мне не нравится иногда, когда мы там сюли, варизам, там, не о дагестанских каких-то, а вой граждан, швой бючхайна эльч. Да, у нас возникают конфликты с аварцами на границе, там, с даргинцами. Вот мы пошли, я в прошлом стриме сказал, что мы Чеван-Махи-Карамахи, аварское село. Я ранее точно так же ошибся, это даргинские села. Я точно так же и тоже сказал аварское село. Это даргинское село. Вот мы помогли даргинцам, да, был договор там и так далее, и так далее. Но они не хотят отделяться или не понимают это видение, не знаю почему это. Но внутри нас кто живет, это все наши граждане. Если у него есть паспорт, или в душе он за нашу Ичкерию, и пока с паспортом проблемы есть, ни в коем случае нельзя даже словом это говорить. Я всегда боролся с то, что нас дискриминировали в России. Всегда. Я ехал на машине, видел, когда мент останавливал какого-то кавказца, таджика, узбека. Валлахи, я останавливал машину, шел, подходил и начинал разбираться с этими ментами, ругаться, спорить, доказывать. И вот так я всегда эту дискриминацию остро воспринимал. И вот эту дискриминацию внутри у нас страны я лично не потерпел бы. Ни к другим, ни к русским, ни к кому-либо другим. Поэтому вот такие вот дела. И да, мы, Адудовлю, еще не разделились.
не разделились, и я надеюсь, не разделимся. Если у них будет там... Смотрите, вообще, знаете, как вообще происходит в мире, да? Люди становятся все больше и больше свободными. И когда вот строится какое-то государство, есть такое понятие, как местное самоуправление. Власть наверху, да, президент, там, министры там, и так далее, они собирают налоги, ведут внешнюю, внутреннюю политику и так далее. Но власть, она у себя, вот местное самоуправление, оно само определяет, как жить. В Катар-Юрте или в Ачхой-Мартановском районе эти люди сами должны определять, как им жить. Они должны своего шерифа избирать, сами избирать. Не им Грозный или Джохар должен назначать, вот будет у вас там. Нам он не нужен, с чужого там, незнакомый. У нас свой есть. Точно так же своих глав администрации там, и так далее. Они сами должны, честно, мул, имамов, они сами это должны быть. Вот мир пришел к этому, приходит больше к этому. Потому что в Катар-Юрте проблемы Катар-Юрта намного лучше знают, чем в оккупированном Джохаре. Тем более, что там в Москве. А Москва там решает, так вот там газопроводитель, не выделять деньги, не выделять. Ну там косвенно, если это касается. В общем, касается и потом напрямую уже касается. А все это должны делать на местах. И поэтому ингуши, если там будут, там, у них своя власть будет, там, они сами будут управлять своей страной. Мы будем управлять своей страной. Это сугубо каждого дела. И ингуши были, тогда это было решение парламента Ингушетии, и я об этом тоже говорил на правах версии, конечно, там, опять же, я не питаю никаких иллюзий, просто со многими неизвестными этот вопрос был. Два генерала, Аушев и Дудаев, и у них представилась возможность как-то решить между собой вопрос. И они говорят, давайте вы попробуйте. Ну, Джохар говорит, давай мы выходим, народ нас поддерживает, все, мы пробуем. И если у нас получается, вы к нам присоединяетесь, и мы вместе освобождаемся от России. Не получается, ингушам что обещали? Пригородные вернем, там это сделаем, то сделаем, там было, что земли вернут там и так далее. Ну и, конечно же, провокаторы, которые давным-давно, да, ингуши, тоже это ни для кого не секрет. Ингуши это та часть чеченского общества, Нохчи общества, которое Россия проявляла вот на этой западной стороне, проявляла больше лояльности к этим людям. Эти люди проявляли лояльность. Их пытались вот из нашего общества разделить нас, чтобы вытянуть от нас и сделать чеченское общество меньше. И в это время много было провокаторов. Конечно, и если вы помните, в советское время Чечено-Ингушетии первые посты занимали русские, вторые посты занимали там армяне, евреи там, и так далее. На третьих ролях были ингуши, иногда на вторых ролях даже были ингуши, а чеченцы были на третьих, четвертых, там, пятых ролях. И вот когда пришел Доко Гапурович Заугаев, это нам казалось просто невероятным подарок судьбы, что вот чеченец наконец-то, вот до таком уровне у чеченцев дела находились. И вот я, как на правах версии, еще раз, считаю, что Дудаев и Аушев могли сказать, давай, если бежин шхела, если война начнется, если трудно будет, Аушев, ты прикрываешь, если у нас получается, вы выходите и присоединяемся. Ну, это на права версии, и Аушев пока жив, и он может пострадать, если это окажется правдой. Но при всем при этом Аушев, несмотря ни на что, всячески пытался нам помогать. Это тоже правда. И плохие были моменты, и хорошие были, и с нашей стороны, и с их стороны, и чеченцы к чеченцам, и ингуши к ингушам, и хорошо относятся, и плохо относятся. И это все вообще тема, которую обсуждать нужно не в общем, а на конкретных примерах. Есть Абадиев, есть там Магомед Бутылкин, есть Магомед Бутылкин. Вот эти две личности обсуждаем. Какое отношение они имеют к чеченцам и к ингушам? Никакого. Как-то так.
Владимир Рабинович, у Аслана самый интересный стрим. Так как всегда. Вот как чеченец может побеждать не на татами. Владимир Рабинович. Тода раба. Так. Призываю не быть расистами, уважать. Не быть расистом, уважайте друг друга. Аслан, ты упомянул местное самоуправление. Так вот, в Рашке его упразднили. Да, в Рашке упразднили. Конечно, давно это уже. В интернете, так, этого мы не будем читать. Не все, время уже заканчивается. Нис Аслан. Так. Кремль и дальше будет отвлекать. Так, время у нас истекло уже, ребят. Кремль и дальше будет отвлекать народ от экономических проблем, разжигание межнациональной розни, созданной ограблением страны гибнявыми. Да. Русский первый убегает, когда его маму трогают. А каким узбекам можно так? Асан, у тебя должна быть очень большая аудитория подписчиков. Фрайроки. Фрайроки, ты даже не представляешь, как все у нас отлично просто. Просто идет атака на канал, и нам запрещают. Нас везде блокируют, нам везде мешают. Вот с митингами Ингушетии, помните, что было? Ну, как приблизительный пример. Вот то же самое. Идет перехват инициативы, очернение, дискредитация и атака на сам канал. Канал в России запрещен. Идет хакерская атака. Вот мой модератор был отписан. Я сам у себя на своем канале не могу писать комментарии. Он у меня удаляется. Мне люди жалуются, что пропадают комментарии. Я пишу комментарии, у меня 2 их подряд или 3 даже появляются. Или вообще просто исчезает. Я перестаю, с кем-то вел диалог, я уже забыл с кем. Просто бросил это дело. Просто не было времени, уже нервов не хватает. Потому что не скопировал этот комментарий. Написал его, исчез. Написал опять исчез. Что за ерунда? Опять исчез. Просто взял и бросил это дело. Поэтому правды они боятся больше, чем пуль. И поэтому мы будем говорить правду. Все будет Ичкерия. Спасибо, что смотрите. Мы зависли, да? А вот видите, это тоже является одним из способов влиять. Потому что людям, которые смотрят и зависают, это тоже неинтересно. Но нам интересно не количество, а качество наших подписчиков, которых у нас, мне кажется, самая лучшая аудитория на нашем канале. Самые качественные, самые умные, прогрессивные взглядов люди на этом канале. И мы единомышленники, слава Богу. Поэтому... Вот они всячески нам будут мешать. Все будет Ичкерия. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия. Ассалам алейкум. Адикюэль маш оль бюсте алёль.